У нас состоялась встреча с министром здравоохранения Мурашко Михаилом Альбертовичем. Обсудили вопросы взаимного сотрудничества, обсудили совместные проекты, в том числе проект строительства детской больницы, проекты гармонизации законодательства двух стран. Посещали практически все ведущие медучреждения Москвы. Мы также обсудили вопросы лечения наших граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Абхазии, в лечебных учреждениях Российской Федерации. Это по ОМС, по полису ОМС обязательного медицинского страхования, которое получают у нас наши граждане. По этому полису был подписан договор дополнительный в марте месяце, это что гласило по госпитализацию по загранпаспорту. Этот договор ратифицируется, у нас находится на последней стадии ратификации, в том числе и в Российской Федерации, также на последней стадии. И после ратификации этого договора все граждане, которые обладают этим полисом, будут лечиться во всех лечебных учреждениях Российской Федерации, в первую очередь в лечебных учреждениях Краснодарского края. Ну и в случае надобности за пределами Краснодарского края бесплатно по полису ОМС. Нам командировали докторов из Российской Федерации, узкопрофильных 18 докторов. Первым этапом это было вот в июле месяце, они отработали. Уже вот вторая группа приехала, и вторая группа находится на местах в лечебных учреждениях. Планируется еще третий приезд в сентябре месяце специалистов. Уважаемый Стамур Кабеевич, мы наблюдаем за тем, что происходит в здравоохранении, потому что это приоритетное направление, касающееся жизни и здоровья граждан нашей страны. И необходимо усилить свои действия, предпринять серьезные шаги по качественной работе и предоставлению медицинских услуг. Мы с вами говорили о том, что подходы и те решения, которые существуют, нужно, конечно же, менять. Это касается и в доступности обеспечения лекарственными препаратами людей, попадающих в медицинские учреждения. Знаю, что это ранее этот вопрос был решен в инфекционной больнице, которую вы возглавляли. Надеюсь, что вы сможете масштабировать, и чтобы все наши учреждения медицинские имели такую возможность предоставить качественные услуги медицинского характера. Далее нам необходимо разработать программы, которые направлены также на обеспечение жизни и здоровья граждан нашей страны. Мы с вами отмечали и говорили о том, что необходимо внедрение новых подходов, в том числе разработки программы ИКО на территории Абхазии. Мы ежегодно направляем десятки миллионов на финансирование и лечение наших граждан за пределами. Уверен в том, что сохранение всех норм и требований, такую работу и такие услуги мы могли бы организовать на территории Абхазии. Даю вам поручение разработать программу, предложить реализацию этого проекта на территории Абхазии. Попросил вас усилить работу и контроль за реализацией проекта строительства детской больницы. Есть вопросы, которые должны проходить под вашим личным контролем, учитывая значимость и важность этого объекта. И прошу все необходимые условия предусмотреть в тесном взаимодействии с управлением по капитальному строительству, реализовать этот очень важный, значимый проект.